И ты. Все, съемка пошла, ребят. Расскажите, почему Да просто катайтесь. на учителя географии когда-то захотели пойти, и как началось? Вообще с детства мечта или как? Ну да, все это, конечно, началось с детства, когда мне подарили атлас мира. Всегда было интересно посмотреть, как живут люди в других странах, городах. Вот, поэтому у меня, наверное, такая большая любовь к географии, и, соответственно, я уже решил поступить на учителя географии в Чувашский государственный педагогический университет. Вот. Но сейчас я пока решил заняться такой практикой географической, поехать на велосипеде. То есть когда начали, во сколько лет? На велосипеде именно начал получается, 2,5 года назад первый раз, а до этого я путешествовал автостопом, вот. А на велосипеде 2,5 года. И вот за эти 2,5 года я проехал уже полэкватора, где-то около 25 тысяч километров вот на этом самом велосипеде. Но это то ли еще будет, еще дорог очень много впереди, еще целая планета. Но сейчас только в рамках СНГ пока. Вот. Ну, а в дороге, может, какие-то истории приключались страшные или не Да очень нет, страшные? слава богу, все в штатном режиме, таких приключений нет. Ну, как, наверное, думает обычный человек, что дорога — это обязательно приключение. Если ты хочешь приключения, приключения можно найти у себя в подъезде, если захочешь. Просто для меня это уже жизнь, и поэтому я все-таки стараюсь лишний раз не рисковать. В дороге попадаются только хорошие люди, поэтому никакого негатива я не встречаю. Как говорится, весь негатив, он проходит мимо, и встречаются только позитивные люди. Вот. Поэтому каких-то таких... Самые экстремальные случаи, наверное, связаны только с погодой. Погодные условия — это снегопады, дожди, ливни, только с этим. Но с людьми, слава богу, экстремальных случаев никаких нет. Вот. То есть у вас ничего там не своровали? Нет, упаси Боже, слава богу, никаких проблем с этим нет. То есть я стараюсь следить, всегда быть в ясном уме, в здоровом теле, поэтому таких проблем нет. А от погодных условий как спасаетесь? Ну вот там дождь, снег пошел. Да, ну, вода — это жизнь, поэтому главное, чтобы не пепел падал сверху, ни огонь, ни лава. Вот, поэтому, если идет, например, сильный дождь, то я просто ставлю палатку до дождя. Просто все равно стараюсь прогнозировать это. Благо сейчас есть интернет, можно в любой программе это посмотреть. Ставлю палатку и просто никуда не еду, сплю, отсыпаюсь, отлеживаюсь, отдыхаю. То есть для меня это даже возможность отдохнуть, дождь. Вот. А снег, если идет снег, то я стараюсь быстрее доехать до какого-то населенного пункта, где, например, у меня есть друзья, меня ждут. Опять же, благо есть интернет, люди меня находят, читают мой блог и уже приглашают к себе в гости. И вот снег, гололед, но все-таки приходится ехать. Вот, сейчас я проехал в Среднюю Азию, зимовал в Таджикистане. На перевалах был лед на самой высоте. В общем, я посчитал, где-то падал 4 раза. Это на спуске с перевала, просто очень сложно. Самая сложная часть — это все-таки спуск с перевала, потому что скорость опасна, обрывы. Вот. Но все-таки не как терпишь. Понимаешь, что это все временно, ты спустишься, и там будет уже тепло, и эти мысли как-то тебя греют. Вот. Но я думаю, каждый мужчина должен через эти испытания пройти, через погодные условия. Это только закаливает дух, и ничего в этом плохого нет. Главное всегда быть внимательным и бдительным на дороге. А сможете перечислить вообще все вот точки, которые на сегодняшний день уже вот 30 лет, и города, На велосипеде, страны, да. именно в рамках вот этого путешествия. Ну вот начал я с Чувашии, с своего родного города Чебоксары, проехал 6,5 тысяч километров. Вот. Проехал через республики по России: Татарстан, Башкирия, Оренбург. С Оренбурга я уже заехал в Казахстан, это Актобе, Актюбинск. И с Актюбинска вот через степи я поехал вниз на Шымкент. То есть там сколько, там 1500 километров, я точно уже не могу сказать. Все это по степям. В степях, честно, вот в Казахстане, наверное, был самый сложный момент, потому что это был декабрь, уже зима. Попадал в бураны, в сильный ветер. Вот. Через Актюбинск, Аральск,
получается, Туркестан, Кызылорда, Туркестан, Шымкент. Из Шымкента я уже поехал в Узбекистан, Ташкент. С Ташкента я уже направился сразу в Таджикистан, Худжанд, Душанбе, Курган-Тюбе. Доехал до границы с Афганистаном. То есть провел там самые холодные месяца, это вот январь-февраль. С Душанбе вот я уже направился уже в Киргизию, то есть вот в сторону Алматы выдвинулся, более севернее, уже стало потеплее. Киргизия, вот Ош, Бишкек и вот, соответственно, уже сейчас в Алмате. Вот этот такой, вот эти города. И ушло на это вот сейчас 5,5 месяцев, ну, грубо говоря, полгода. Ну, вы же через границы как проходите? Ну, с границами, слава богу, проблем нет для велопутешественников. В принципе, люди понимают, таможенники понимают, даже, в принципе, не проверяют. Главное не нарушать, конечно, временные рамки, которые дозволено находиться без регистрации. Например, в том же Казахстане вот у вас 30 дней можно находиться гражданину России. Но вот когда на выезде из Казахстана я чуть-чуть превысил 30 дней, был 35. Ну, небольшие сложности были, конечно, на выезде. Там меня оштрафовать хотели, но, слава богу, велобратство, велосообщество Шымкента мне помогло тогда, то есть, и отделался, как говорится, легким испугом. Вот. А в целом все без проблем. С границами все нормально. Хорошо. Сейчас тогда поменяем фон и уже. Никаких таких проблем не было. Ну, еще или уже у вас будут другие? Ну, уже континенты, другие, страны? да, уже другие. Алмата красивый город, хороший, но вот остались друзья ко мне приедут когда-нибудь. Алмата сам. Еще много городов впереди. Ну, обязательно когда-нибудь сюда, конечно, вернусь, А приеду. почему вот автостопом свой? Ты ничего не увидишь. Да, на велосипеде ты сам все увидишь. Захотел, заехал сюда. Хотел, сюда заехал. Никаких. Леха, перед вашими вчера. Перебрали там все от пыли, от грязи, да. Жалко без вещей, конечно. Вот хорошо снимать, когда вот я только приехал в город. Или, например, уезжаю, вот самый классный вообще. Когда я еще такой весь напыхан с дороги такой, весь в азарте еще. А ща я уже этот сытый кот покушал. Уже вообще. Душанбе типа дешевле. Что за вопрос там? Кто фотал? Да, какая разница вот сейчас, блядь? Ну, за такой период времени. Даже менты. Часть вторая. Люди. Чем люди, ну, например, алматинцы отличаются от россиян, узбеков, киргизов? Именно алматинцы или казахи? Давайте и те, и другие Ну, вообще. короче, одни будут это. Ну, конечно, различия по национальному признаку, по географическому признаку они есть. Даже в одной стране в разных концах живут совсем разный народ. То есть казахи южные отличаются от казахов северных. Ну, я не могу сказать, конечно, там плохие черты, хорошие. В принципе, люди везде они одинаковые. Просто все-таки разный климат влияет на именно поведение. Как говорится, бытие, оно определяет сознание. Люди, живущие в степях, отличаются от горных людей, потому что в степи ничего не растет, есть только скотина. То есть люди, наверное, больше будут такие, как сказать, может, прижимистые немножко, степные, именно такие лихие, дикие. Ну, никак не дикие, в хорошем смысле такие. Все-таки степь – это только открытый горизонт. В горах люди немножко другие, может быть, немножко более открытые, более добродушные. Но это не всегда так, это просто мои предположения, потому что разные люди попадаются. Вот в Средней Азии именно, наверное, конечно, наверное, самая гостеприимная страна, это, наверное, Таджикистан, если можно так сказать. Таджикистан, вот. Она вся горная страна, 93% это горы. Вот. Вот. В Просто принципе, написали, что киргизы, например, они довольно замкнутые, стеснительные. ну, это да, я определил это как тюркской кровью, потому что вот по моим наблюдениям, я чуваши, мы сами тюрки, тюркоязычный народ,
и все-таки есть вот немножко это застенчивость такая небольшая у тюркских народов, это вот татар, башкир, чуваши, то есть люди, люди все-таки с настороженностью будут на тебя смотреть, не сразу тебя запустят в дом, как, например, отличие от таджиков. Таджики — это персоязычный, фарси-язычный народ. Вот. Поэтому отличия большие все-таки, это чувствуется. Но везде есть хорошие люди. Как я говорю, мне попадаются только хорошие люди. Ну, просто я, например, была вот в русском садике, да, и потом в казахской школе. Такое ощущение, что вот среди русских тебе надо быть более, не знаю, смелым, раскрытым, а вот восточные народы, если ты тихий, стеснительный, то как бы нормально. А русские тебе говорят, надо быть смелее, давай. То есть, может, восточный народ более, Ну, не знаю, ценится там это зависит, молчание, тихий характер. зависит от народных ценностей. Все-таки, как сказать, вот те народы, даже в России, народы, они уже более европеизированы. Уже вот это веяние пришло. Традиции народные забылись, в принципе, везде. В Чувашии тоже есть такая тенденция, забывается язык. А если забывается язык, то традиции народа, они уходят, этнос вымирает. И вот это у нас есть с этим такие проблемы. Вот. А все-таки народы Средней Азии, они еще держатся, и европеизированность такая не дошла. Но все-таки тоже здесь идет вот эта тенденция, потому что многие уезжают в ту же Россию, вот. Тот же Таджикистан, пол Таджикистана, Узбекистана, все в России, и, соответственно, там они уже как обрусевают, так, европеизируются, так сказать. Вот. И поэтому, наверное, вот еще у казахов более присутствует вот этот корень народный, стержень. Вот, наверное, это от этого зависит. Ну, конечно, менталитет у народа тоже есть, это никуда не... Даже если забыты традиции, все равно это может быть на генном уровне как-то присутствует. Может быть так, я, конечно, исследований не делал, но я предполагаю, что так есть все равно. Потому что я, как чуваш, у нас все-таки народ трудолюбивый и никогда, в принципе, не воинственный народ чуваши, такой более скромный. И я за собой чувствую просто то, что во мне тоже это есть. Скромность, как бы, и вот, наверное, от этого все равно отходит все. Ну, то есть лично тебе не нравится эта тема, что традиции забываются. Ну, то есть, по твоему мнению, их стоит, да, вот? Ну, конечно, это Придерживаться. очень интересно ведь путешествовать, когда все-таки чувствуется самобытность народа, когда есть различия. Это очень интересно. А когда одна большая масса людей, и все одинаковые, это, ну, что там смотреть, все понятно. Поэтому, конечно, я за разнообразие языков, за разнообразие традиций, потому что это развивает и тебя самого, тебе тоже становится интересно, и ты хочешь выучить язык, потому что твоего языка там никто не понимает. Здесь, в Казахстане, такой проблемы нет. А если бы здесь все разговаривали по-казахски, и меня бы не понимали, мне бы пришлось бы учить казахский язык. То есть это интересно. Но самое главное, чтобы не было какого-то радикального национализма, потому что любовь к самому народу должна отходить от любви к другим народам. Ты должен уважать другие народы так же, как свой, а не говорить, что вот мы такие, а вы вот такие. То есть разделять. Все народы одинаковые. Каждый народ имеет право жить. То есть, и поэтому мне не нравится тенденция, когда один народ начинает притеснять другой из-за того, что там по каким-то историческим принципам мы там всегда доминировали или еще какие-то. То есть все должно исходить от любви, от любви. Только любовь, она как спасет мир, тот единственный вариант. Отлично. Я думаю, третья точка. Да, у вас город, надо долго здесь побыть, чтобы походить, погулять, у вас много мест, наверное, таких. И на велосипеде вообще не ездили почти, вот мы только на машине ездили пока. То ночью, да, там. Где был, куда ездил.
планы, куда дальше? И вы правда будете работать в школе Чё? потом? Ну, Шаг назад. географически вы бросили, но хотите восстановить? Нет, ну я там без проблем. Я просто что наметил, я это обязательно сделаю. То есть я обязательно потом буду уже трудиться в школе. А, ну, то есть маленькая зарплата не смущает ничего вообще никак. Да, у меня будет большая. Нет, самое главное не зарплата, самое главное полезное дело делать. Я как ценный кадр, можно сказать, в географии буду полезен в школе, детям будет интересно. Уже это уже снимается, да? Да, только можете сейчас пойдите стоп. Можно всё. Может, они проедут, да? Так, говорите, ребята. Ну, в общем, дальнейшие планы. Подождите, стоп. Почему? Всё, можно. Дальше, после Казахстана. Ну вот, дальше у меня дорога идет уже на Дальний Восток. Вообще я запланировал на Владивосток сам, потому что уже сказал, и надо выполнить. Вот. Но до Владивостока я доеду, это только полпути, потому что мне потом надо будет вернуться, опять зимовать, потому что доеду я до осени. Ну, я не знаю, где я буду зимовать, но может быть Юго-Восточная Азия. Это еще далеко, я на это пока не заглядываюсь, но примерно уже намечаю. Вот. А планы такие более глобальные, скажем, на другие страны? Нет, конечно, я бы хотел побывать на всех континентах, также Америки, южные, северные. Вот. Но пока не знаю, да, может получится, но на это очень нужно много времени, конечно, потому что у меня такого плана путешествия, что это больше кочевье, нежели путешествие. У меня нет какого-то графика, я никуда не спешу. Могу остаться, там, не знаю, на несколько недель где-то. По-разному бывает, как пойдет. Вот. Поэтому я хочу впитать, как говорится, воздух этой земли, например. Мне интересно пожить, посмотреть. Не просто проехать галопом и посмотреть. Ты ничего не поймешь, не увидишь. Вот. Я все-таки стараюсь пообщаться с людьми, с местными. Вот. Поэтому поэтому мой дом, он везде. Там, где я, там мой дом. Где моя палатка стоит, там мой дом. Потом и Алмату я буду вспоминать уже как свой родной город, скорее всего. Не скорее всего, так и будет, потому что у меня уже здесь остались друзья, которые мне помогли, поддержали вот так вот, приняли в гости. Вот. И А так. зачем вообще путешествовать? Можно же сидеть дома, ну, как бы, кому-то это интересно, а вот почему это вам интересно? Ну, это уже зависит, наверное, от характера, от стремлений изначально, я так думаю. Потому что у кого-то просто, если спросить, 95% людей скажут, да, нам нравится путешествовать. Но меньше процента только будут путешествовать, например, так как я. Во-первых, так как я путешествую, это очень для кого-то дискомфортно и очень сложно, как я сказал, велопутешествия, их очень мало велопутешественников. А во-вторых, у меня очень маленький бюджет, его практически вообще нет бюджета никакого. Вот. Особенно это в первых путешествиях моих, которые я ездил по Кавказу, там абсолютно вообще мне ничего не было. Вот. И не каждый человек на это отважится, потому что, к сожалению, в данное время, ну, наверное, вообще это всегда было, люди все-таки зациклены на материальном плане. Все вопросы, что мне приходят, задают, ну, так скажем, обычные люди, это изначально все финансовые вопросы. Как я решаю финансовые вопросы. Но человек, который ставит такой вопрос изначально первым, он никогда этим не начнет заниматься. Потому что если ты только думаешь о деньгах, так же, как в любом деле, даже в бизнесе, если ты будешь думать о деньгах, о прибыли, у тебя ничего не получится. Тебе нужно вначале вложить душу в это дело, и только тогда тебе уже будет успешно твое дело. То же самое в путешествии. Мной двигали не деньги, то есть какая-то большая сумма денег. Я не ночую в гостиницах, не питаюсь в кафе. Это только палатка, костер, каша, крупа любая. Все, больше ничего. Поэтому многих людей вот это останавливает. Просто какая-то, может, трусость своя такая внутренняя. Я в себе, в принципе, все доказал, я сам себе ничего не доказываю. Я все-таки стараюсь с такой просветительской целью также. Потому что я вот веду свой блог, я рассказываю людям о Чувашии, о республике Чуваши, что есть такой народ, потому что не все об этом знают.
Вот. И, наверное, вот это моя пока такая одна из основных целей. Вторая, конечно, я познаю сам для себя. Но сейчас хорошо есть интернет, можешь все написать, свои впечатления там. Вот, поэтому, наверное, вот все так вот. То есть вы хотите сказать, что если хочешь путешествовать, ничего не может стать тебе преградой, ни деньги, ни... Конечно, если человек хочет, его ничего не остановит. Я вот так хотел, я понимал, что мне это интересно. Я вот как-то задумался, когда после окончания школы, чем я хочу заниматься, что мне нравится. Я всегда любил природу, в принципе, географию. Вот. Я просто выбрал самый сложный путь вот, по знанию географии, да, не сидеть там в интернете, а именно своими глазами. И вот этим сложным путем, как говорится, сквозь тернии к звездам. Вот. Дальше посмотрим, что будет. Далеко я не могу загадывать, чем... Ну, я уже, как сказал, знаю, чем буду заниматься, но жизнь, она такая. Ну, главное, самое это позитивные мысли только. А может быть такое, что вы однажды вообще не вернетесь в Чувашию, а останетесь где-нибудь в другой стране? Нет, ну жить я вряд ли буду где-то, потому что я все-таки думаю, что я все буду жить в Чувашии. Везде хорошо, везде, то есть живут люди, но все-таки что такое родина, если да, взять? Родина — это всегда воспоминания, там, где ты вырос, родился, это никакая земля такой не станет, в принципе. Там, где родился, там, где ты мечтал о дороге. Вот я в Чувашии мечтал о дороге, мечтал о такой жизни, в которой я сейчас живу. И, конечно, для меня это все равно особенное место. Но Родина, если брать глобальнее, то, конечно, это наша Земля, планета Земля. Она не такая уж и большая-то, в принципе. Я еще ее не объездил, но я понимаю, что это маленький шарик. Если мы будем, вот, опять же, разделять по национальному признаку, из-за чего все войны происходят, люди до сих пор просто не могут понять, что мы все одна семья большая. Вот. И цель вот путешествия тоже, как и других путешественников, которые я встречаю, которые есть, это только все за мир. И опять любовь. Вот. Хорошо, спасибо большое. Да, не за Я что. думаю, этого достаточно. Все, можно. Нормально или пусто? Не, нормально. Идем. Все, можно! Все было. Там видишь? Ну, круг сделал, на границу одну приехал, а там просто не международная граница. Таджикистан, елки-палки, целое путешествие на велосипеде. Просто 2 недели потратил. Ну не потратил. Как раз резина чистая, все чистое, хорошо.